Здравствуйте, в эфире «Настоящее время», итоги с Юлией Савченко из Вашингтона. Размышления о событиях прошедшего года и прогнозы на будущее в ближайшие полчаса. И сегодня в выпуске много версий, одна катастрофа. Продолжается расследование причин крушения самолета над Сочи. А также прогнозы на 2017 год без развилок в России и вопросы для США, примет ли Америка Трампа. Все это в ближайшие полчаса в программе «Настоящее время. Итоги». На этой неделе мы надеялись, что подвести итоги года можно будет без новостей недели. Их отсутствие в конце напряженного года было бы хорошим знаком. К сожалению, этот план в жизнь нам воплотить не удалось. Над Сочи разбился самолет Минобороны России. На его борту находились 92 человека, в том числе глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, журналисты федеральных каналов и артисты музыкального ансамбля имени Александрова. Мы приносим соболезнования родным и близким погибших. Смуглянка, молдаванка отвечала парню Влад. Партизанский, молдаванский, собираем мы отряд. Нынче рано партизаны дом покинули родной. Ждет тебя дорога к партизанам, лес густой. Раскудрявый клен зеленый стрезной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. По последним данным расследования катастрофы, на борту самолета нештатно сработала техника. Накануне о возможных причинах этого я говорила с авиационно-космическим экспертом Юрием Карашом. Юрий, после расшифровки самописцев одна из основных версий – не сработавшие закрылки. Вы сами в прошлом пилот. При каких обстоятельствах может произойти сбой подобного рода? Это может произойти вследствие какого-либо механического повреждения устройства, отвечающего за выпуск и уборку закрылок. Но дело в том, что подобный неблагоприятный вариант предусмотрен конструкцией самолета. Если по какой-либо причине один из закрылков заклинит, то другой тут же остановится в том же положении, что и заклинивший закрылок. И в таком случае аварийной ситуации не произойдет, потому что подъемная сила будет одинакова на обоих крыльях, то есть не будет какого-либо кренения или тем более переворота самолета, и он сможет продолжить полет. Что же тогда случилось? Проблема в том, что мы не знаем, что на самом деле случилось. Средства массовой информации со ссылками на представителей Министерства обороны, на сотрудников комиссии, которая уже расследует эту трагедию, говорят о том, что действительно возникла какая-то проблема с закрылками. Но какая? Ведь нельзя, к сожалению, исключить и нештатную работу экипажа. То есть, другими словами, летчики попытались убрать закрылки на высоте ниже допустимой. А в том случае, если самолет при этом не набрал необходимую скорость, то возникнет его просадка. На высоте 200 метров это может привести к тому, что самолет просто коснется поверхности или упадет, что, возможно, и произошло. Но хочу подчеркнуть, что это лишь одна из версий. И, безусловно, не нужно спешить обвинять экипаж. Нужно подождать все-таки, когда мы получим больше информации о том, что произошло. Юрий, ну вот версия о том, что Минобороны использует устаревшую технику, вам близка? Нет, я не разделяю эту точку зрения, потому что при надлежащем обслуживании и 30-летний самолет будет таким же надежным, как только что выпущенный с конвейера. Ну а какие еще версии вы считаете необходимым в данном случае рассматривать? Говорили о возможности теракта, говорили о возможности попадания ракеты в самолет. Но я, честно говоря, не поддерживаю эти версии. Все-таки не нужно забывать о том, что лайнер вылетел из аэропорта Сочи. А все мы знаем, что данный город России находится под особым контролем со стороны российских специальных служб, со стороны силовых ведомств, но просто потому, что там нередко бывают высшие руководители российского государства. Я все-таки считаю, что, конечно, что-то произошло с самолетом, очевидно, без какого-либо внешнего воздействия. Ну а что? Давайте все-таки подождем того момента, когда нам станет больше известно о происшествии.
Юрий, ну и последний вопрос в связи с этим. Можно надеяться на объективность расследования? Я считаю, что можно. Вопрос в другом. Можно ли надеяться на то, что нам все-таки сообщат всю полноту правды о том, что случилось? Давайте будем надеяться, что это все-таки произойдет. Спасибо, Юрий. Авиационно-космический эксперт Юрий Караш был у нас в эфире. И в конце недели стало известно, что для американо-российских отношений год закончится отнюдь не на праздничной ноте. Белый дом в четверг дал 35 российским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть США. Эти меры – часть нового санкционного пакета, подписанного Бараком Обамой в ответ на хакерские атаки, которые, как уверены в Америке, были инициированы в Кремле. Сообщается также, что россиян лишат доступа в 2 российских дипобъекта в Мэриленде и Нью-Йорке. Российский президент на санкции отреагировал несимметрично. Он заявил, что Россия никого высылать в ответ не будет, и пригласил детей американских дипломатов на елку в Кремле. Прокомментировать этот обмен новогодними любезностями я попросила накануне этого эфира журналиста Сергея Пархоменко. Вообще это с точки зрения психологии, с точки зрения пиара довольно очевидное решение. Совершенно ясно, что вот в этой дуэли такой чисто публичной, конечно, не нужно отвечать. А нужно становиться в позу и нужно сообщать о том, что мы будем игнорировать последние недели администрации Обамы вообще, а будем дожидаться администрации Трампа и уже с Трампом строить эти отношения. Это очень очевидный, очень естественный ход. Но помимо этого пиара есть еще реальные обстоятельства. Во-первых, в том пакете санкций, который был объявлен вчера, история про посольские дачи является все-таки наименее важной и наименее содержательной. Потому что если идти от конца к началу, то там еще есть высылка 35 человек, которых высылают не потому, что они есть, и не потому, что они работают в российском посольстве, а потому, что, по сведениям, во всяком случае, американской администрации, они в Соединенных Штатах занимались не тем, что предполагает их дипломатический статус. Но пиар есть пиар. И таковы особенности общественного мнения, что первое, на что обращают внимание, вот на это. Это любопытная, так сказать, деталь из области светской хроники. Я тоже вчера первым делом бросился выяснять, а что же это такие за компаунды и о чем в точности идет речь. И немедленно все нашлось, и нашлись эти резиденции. Во вчерашнем заявлении американской администрации есть мотив. Этот мотив звучит довольно серьезно. Он заключается в том, что эти помещения тоже использовались, как там прямо написано, для разного рода разведывательной деятельности. Опять, я ничего не знаю до тех пор, пока это не опубликовано, о том, насколько это серьезно, но тем не менее обвинения заключаются в этом. Не в том, что просто у российского посольства есть дача, пусть не будет дачи. А в том, что это довольно большие, например, про одну из них, ту, которая вот здесь недалеко в Мэриленде, на берегу Чесапикского залива, это большая территория с большим периметром забора. Следить за ней непросто. И легко представить себе, что она могла быть использована для чего угодно. В общем, нетрудно себе представить, что эти помещения были, я бы сказал, разнообразного назначения. Что важно в этой ситуации? Важно, чтобы это было опубликовано. Важно, чтобы этот обмен пощечинами не остался просто обменом пощечин. 2016 год стал для Запада годом больших политических потрясений. Британия решила порвать с Евросоюзом, проголосовав за Брексит. Америка с политкорректностью элитами старого образца, проголосовав за Дональда Трампа. О том, что перетурбации на Западе будут означать для глобального миропорядка, а также для Европы, России и США в 2017 году, мы беседовали с экономистом, стипендиатом программы Австрийского фонда Маршалла в университете Джона Хопкинса в Вашингтоне Владиславом Иноземцевым. Владислав, я рада вас сегодня здесь видеть. Мы встречаемся с вами на стыке 2016-2017 годов. Хочется подвести какие-то итоги и поразмышлять о том, как произошедшее в 2016-м отзовется, может быть, в 2017-м. И начнем с дат. 26 июня и 8 ноября.
Это Брексит и, соответственно, выборы американские и приход Дональда Трампа на пост избранного президента. Вот как вы считаете, то, что произошло, оно имеет краткосрочный, среднесрочный или долгосрочно судьбоносный эффект, и на кого этот эффект будет распространяться? Я думаю, то, что произошло, это достаточно естественный ход событий. Я был практически полностью уверен в Брексите, я об этом писал еще до Брексита. Я не был уверен в победе Трампа, но в целом это сдвиг к такой более, скажем так, популистской в какой-то мере, но в то же время более откровенной, более четкой, более понятной политике от той политики политкорректности и, скажем так, затушеванных подходов, каких-то абстрактных ценностей, которые доминировали в Европе и Соединенных Штатах в последние 10 и, может быть, даже больше лет. Поэтому я думаю, что это долгий сдвиг. Мы увидим в дальнейшем усиление этих правых тенденций, так можно сказать, правых, хотя здесь трудно сказать об идеологии. Это, скажем так, еще раз повторю, более откровенная, более открытая, более четкая политика. То есть не делать вид, что существует там, что не существует Тайваня, не делать вид, что не существует противоречия между Англией и Европейским Союзом, не делать вид, что не существует в Европе проблем миграции и так далее. То есть я думаю, что этот поворот, по большому размышлению, я бы сказал, к лучшему. Насколько им злоупотребят политики, или они, наоборот, воспользуются этим трендом для улучшения ситуации в своих странах, мы увидим позже. Но в целом, я думаю, что это объективно. Это, скажем так, некое движение маятника в другую сторону от того, где он был в начале 2010-х годов. Ну вот тогда интересно, если изоляционизм – это знак того, что Запад может, в какой-то степени сконцентрироваться на себе, посмотреть это давно пора, на самом деле. Какие-то проблемы свои переосмыслить и перестанет вмешиваться в дела глобальной периферии, как вы это определили? Я боюсь, что он уже не перестанет. Это уже идеология такого, он не может перестать, он вмешивается в нее с 15 века, извините меня. Поэтому я не думаю, что это настолько мощный перелом тренда. Но, по крайней мере, немножко будет вмешиваться меньше. А для глобальной периферии это будет облегчением? Мне сложно сказать. Понимаете, проблема заключается в том, что Запад, как мне кажется, он предлагает некие методы, которые он считает универсальными, но которые такими не являются. Он отягощен колоссальным количеством предубеждений и схем, может быть, мифов, может быть, шаблонов. Ну, например, та же самая проблема Сирии. Ну, очевидным образом, да, что победа в войне в Сирии невозможна. Невозможна ни победа Асада, судя по всему, ни победа антиасадовской коалиции тоже невозможна. Потому что будет дальше с Сирией, кто бы ни победил? Сирия несостоятельна как государство. Такого государства не существовало многие тысячи лет, сотни лет как минимум. То, что современная Сирия представляет собой, это порождение французской колониальной администрации. То же самое, что Ирак. Это страны, в которые проведены формальные границы и объединены крайне различные политические, идеологические, этнические, религиозные группы. Они не могут там существовать в условиях того напряжения, которое существует на Ближнем Востоке. А что, сейчас идет борьба за фантом, получается? За Я абсолютно убежден, образование? что его невозможно спасти. Самая разумная политика в отношении что Ирака, что Сирии, это создание там нескольких государств. Шиитского, суннитского, лавитского, курдского. И это уменьшило бы войну. Понимаете, невозможно представить себе, что сейчас, условно говоря, коалиция западная будет брать какие-то города, где сидит исламское государство, в том числе с силами курдов, и население этих городов не будет поддерживать исламистов. Потому что они, безусловно, боятся геноцида со стороны курдов. И поэтому они будут уже бороться за собственное выживание, а не за то, что там ими командует какой-то сумасшедший террорист. Да? То есть мне кажется, что мы не понимаем, и Запад сегодня, он мыслит по категориям 19 века, где не было вот этой безумной идеи сопротивления, которая сейчас появилась. Понимаете, до 60-х годов 20 века, за исключением даже без исключений, не было идеи террористов-смертников вообще. Никогда в терроризме это не приветствовалось, а терроризм был. То есть все очень в мире сильно меняется, мы это не хотим видеть. И пытаемся прикладывать вот классические образцы прошлого к сегодняшним конфликтам. Ну вот, возвращаясь к определениям и говоря о периферии, хочется узнать, в вашем понимании, Россия – это глобальная периферия или это такой центр силы, просто находящийся в другой широте? На самом деле Россия – это локальная периферия, я бы сказал так, потому что если мы говорим о глобальной периферии, то это периферия всего развитого мира. Вот если мы вспомним книгу того же Парага Ханне, известного американского политолога индийского происхождения «Второй мир», очень хорошая книга, по-моему, 7-го или 8-го года издания. Он, собственно говоря, говорит о том, что есть три основных центра мира. Это Соединенные Штаты, Европа и Китай.
Это как бы первый мир. А вторым миром он называет те страны, которые могут изменить баланс сил между этими государствами, если встанут на одну или другую сторону. А третий мир – это то, что вообще никому не интересно. Там Камерун, Парагвай, то, что вообще никому не интересно и на что не влияет. То есть это такие весы, получается, и в зависимости от того, куда этот второй мир. Да, но это Вступит его доктрина. Мне кажется, она достаточно разумная. И в этом отношении Россия не глобальная периферия. Глобальная периферия – это Африка южнее от Сахары. Вот это глобальная периферия. Россия – это локальная периферия Европы и Китая. Опасная периферия, очень перекрещивающаяся. На этой периферии мы видим, как сталкиваются интересы. Мы видим, как сталкиваются интересы там, России и Китая в Средней Азии, они будут усиливаться. Как сталкиваются интересы России и Европы в Украине, они тоже будут усиливаться, эти противоречия. То есть в данном случае это периферия двух мощных центров, которые вряд ли имеют серьезное основание выжить, не присоединившись к кому-то из них очень четко. Ну вот на фоне этой картины того, что происходило в последний год, какие-то судьбоносные события, большие очень в некоторых странах. В России, на ваш взгляд, что-то произошло в 2016-м судьбоносного? Я бы не сказал. На самом деле Россия сейчас заняла очень четкую позицию вот этой пресловутой путинской стабильности. Она в области внешней политики и внутренней транслируется в то, что давайте не замечать перемен вокруг. Мы просто вот находимся там, где находимся, и представляем собой то, что мы представляем, и перемен не хотим. И в этом отношении я думаю, что курс Путина весьма успешный. В том плане, что и локальные политические движения, там, связанные с определенными там, интересами в Сирии, в Украине, попытки играть на противоречиях с Западом, и довольно успешное в конце года взаимодействие с ОПЕК, да, в связи с нефтяными ценами. Опять-таки, весьма успешное проведение парламентских выборов в сентябре. То есть все это показывает то, что вот эта модель действует, что сохранять вот это полное, так сказать, тишину на кладбище можно на протяжении еще нескольких лет как минимум. Ну, 2017 год, что-нибудь вы предвидите? Вроде бы ничего не намечено в России, да? 2018 президентские выборы, а 2017? Да слушай, в 2018 я ничего не предвижу, потому что что здесь может предвидеть? Нет, на самом деле, смотрите, ситуация невероятно стабильна. Население, несмотря на снижающийся уровень жизни и доходы, молчит. И будет молчать просто потому, что оно понимает, что это не есть какие-то отдельные проблемы, которые вызывают сложность у отдельных категорий граждан. Это, в принципе, широкая кризисная ситуация, которая одинаково почти действует на всех, поэтому бунтовать, возмущаться здесь бессмысленно. Выборы в ближайшее время не предвидится. Путин, даже если к этому времени там, цена нефти снова упадет, резервный фонд будет исчерпан. Я думаю, что все равно альтернативы Путину на сегодняшний день нет. В той политической системе, которую он создал, этой альтернативы нет. Поэтому 2018 год мы проходим вообще без развилок. То есть я думаю, если говорить о каких-то точках перелома, которые интересно обсуждать, это 2021 год на парламентских, будет 2024 на президентских. А почему вы считаете это интересными точками? Смотрите, формально, как ни крути, Путин все-таки определенным образом действует согласно определенным законам. И то, что он ушел в 2008 году, показывает, что он, в общем-то, не решился идти путем Назарбаева там, и Каримова. Поэтому в 2024 году, если идти вслед такой же логикой, у него возникает конец его четвертого срока, второй большой каденции. И, соответственно, возникает вопрос, что делать дальше. То есть либо становиться таки Кадыровым, Каримовым или Назарбаевым, либо снова уходить. Уход в 2024 году с возвратом в 30-м невозможен. Потому что это уже там возраст 80 лет, но это просто за это время, понятно, за 6 лет приоритеты любых политических фигур в России сместятся от Путина к любому, кто будет назначен на это время. Поэтому, видимо, здесь будет подготовка какого-то серьезного попытки реально передать власть при сохранении системы по китайскому варианту. Ну вот дальше начинаются интересные вопросы. Все, что начинается с 2021 года до 2024, это подготовка к этому переходу. Поэтому тогда, конечно, политика в России, я думаю, вернется, но не до того. Но это вот что называется на большом уровне, а есть еще, я не знаю, можно ли это назвать микроуровнем, ну, в общем, уровень жизни россиян, который, вот экономическая ситуация. В 2017 году, говорят, полностью будет исчерпан резервный фонд в России. Как-то это на что-то повлияет? Ни на что. Во-первых, это не факт, что он будет исчерпан. Он был бы исчерпан, если бы не было доходов от Роснефти и нефти по $55. А бюджет ориентирован на нефть в 40. Я думаю, что если нефть стоит хотя бы там в районе 52-53, резервный фонд продлится хотя бы до лета 2018. Помимо этого существует фонд национального благосостояния. Он где-то, наверное, на треть проинвестирован в абсолютно неликвидные проекты.
но 2/3 его вполне осязаемы и могут быть использованы. Поэтому, еще раз говорю, я не вижу перед Путиным на сегодняшний день никаких экономических проблем на ближайшие годы. Население спокойно, экономика относительно стабильна. 17-й год – это столетие Октябрьской революции. Это интересная тема. Вот тема интересная, и много всяких прогнозов. Кто-то говорит, что это пройдет в России практически незаметно, кто-то говорит, что как-то дежурно власти отреагируют, но не очень сильно. Вот ваши прогнозы. Я думаю, что это пройдет незаметно, хотя на самом деле действительно это очень интересная тема и очень интересное событие, просто потому что, понимаете, этот цикл 20 века, на самом деле, мне кажется, что он в России совершенно не закончился. То есть есть такое понятие длинного столетия, которые были созданы еще во времена школы Броделя. И, собственно говоря, когда мы в 20 век мы вошли не в 17 году. Россия вошла туда в конце 19 века, вот с ее экономической индустриализацией и так далее, и так далее. И, по сути дела, все, что происходило позже, мы можем видеть очень много таких закольцованных процессов. В начале 20 века мы очень активно стремились на восток. Это вся элита была этим больна. Был Порт-Артур, потом была Цусима, правда, да? А потом мы снова говорили о том, что мы великая военная держава, была Первая мировая война, показавшая, что мы не были такой уж великой. Вот. В начале 20 века нам казалось, что там церковь и православие – это основа России. После этого, так сказать, 20-30-е годы фактически все это сословие было истреблено крайне жестоким образом. По сути, сейчас мы снова хотим на восток, нам снова кажется, что мы идем к традиционным ценностям. Мы, по сути дела, сделали полный цикл вот с конца 19 века до начала 21-го, поднимаясь и опускаясь, но мы не вышли за пределы тех же самых парадигм. То есть мир, он развивается как бы достаточно, может быть, не очень линейно, но по крайней мере вперед. Мы ходим по кругу. И, это спираль истории, то, что называют спираль? Мне сложно сказать. Я бы сказал, что здесь даже скорее какое-то кольцо в нашем развитии. И вместо того, чтобы как-то осмысливать 17-й год как попытку в прошлый раз вырваться, в общем, неудачную на самом деле. Вот, потому что, понимаете, я считаю, что Россия начнется нормальная история тогда, когда мы перестанем модернизироваться там каждые 100 лет. Потому что задача модернизации – это конец всех модернизаций. То есть выход на нормальную полосу истории. Вот Южная Корея модернизировалась в 60-70-е годы, и с тех пор об этом нет разговора. Она развивается как нормальная рыночная экономика. Германия модернизировалась там в конце 19 века, и она развивается как нормальная рыночная экономика. Япония – то же самое. То есть в данном случае речь идет о том, что мы постоянно делаем скачок вперед, потом проседаем и снова оказываемся где-то опять отставшими и снова делаем скачок вперед. Вот 20 век был таким, наверное, самым выдающимся примером. С колоссальным перенапряжением сил, несколько скачков и снова возвращение обратно. Вот, на мой взгляд, как раз 17-й год – это время для осмысления того, почему мы вернулись, на самом деле, к авторитарной системе, к профанации парламентаризма, к традиционным ценностям, к консерватизму, к безумной отрицанию науки в пользу религии и так далее. К очень многим вещам мы вернулись вновь. Почему мы снова не считаем себя Европой и снова смотрим на Восток? То есть очень много параллелей. Вот по большому счету это есть, что нам нужно, это осмыслить этот длинный век, затянувшийся, и наконец выйти во что-то новое. Но, по-моему, это не есть повестка дня. Но это не страшная дата. Нет, ничего не случится. Я думаю, что нет. Владислав, спасибо вам большое за ваш анализ. Спасибо и до новых встреч. Спасибо. Это были прогнозы от Владиславы Иноземцевой. На этом наш последний в этом году выпуск подходит к концу. Мы еженедельно подводили для вас итоги в этом непростом году. Надеемся, что в 2017-м вы останетесь с нами, мы с вами. Поводов для анализа станет не меньше, но тональность их будет более оптимистичной. Это «Настоящее время. Итоги». Юлия Савченко из Вашингтона. С наступающими вас праздниками и до новых встреч в новом году.